Салем! Добро пожаловать на первый урок по казахскому языку для русскоязычных. Если вы хотите выучить казахский язык, то предлагаю вам подписаться на мой канал и учить его вместе со мной. На моем канале регулярно будут публиковаться видео по изучению казахского языка, и вы, занимаясь регулярно, сможете овладеть этим языком. Выучить язык можно любой. Говорю вам это как филолог и человек, владеющий несколькими языками. Главное — это желание и труд. Так как это вводная лекция, мы будем с вами здороваться. Привет на казахском, салем. Сразу возникают вопросы по второму звуку. Как читать этот звук? При произношении этого звука язык располагается максимально плоско во рту. Челюсть опускается вниз, а кончик языка находится у нижней губы. Звук произносится как А, только смягчая предыдущий согласный. А после мягкого или я. Приведем пример из русского языка. Слово няня. Произнесите няня только медленнее. Няня. Няня. Звук похожий на Или же в английском языке есть слово black, черный. Black. Я надеюсь, после этого вам будет легче произнести слово салем. Давайте попробуем. Салем. Формальный вариант приветствия в русском языке здравствуйте, в казахском салеметстве или саламатсва. Я предлагаю для начинающих сначала использовать саламатсва, так как больше знакомых звуков. Ничего сложного. Саламатсва. 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 Не пропускайте просто так, поставьте на паузу и повторите. Когда мое видео будет подходить к концу, я с вами буду прощаться и говорить саубол, саубол. Дословно переводится как «будь здоров». Также это выражение употребляется, когда мы хотим сказать «будь здоров» в той ситуации, когда человек чихает, и мы говорим ему саубол. Не так уж и сложно. Мой вводный урок по казахскому языку подходит к концу, поэтому подписывайтесь на меня и учите со мной казахский язык. Сау болыңыздар!